Салам алейкум, хурматлы милләттәштәр, Дустар. Так, начинаем наш очередной стрим. Если меня все слышно хорошо, прошу писать. Хорошо ли меня слышно? Сегодня мы будем разговаривать о двух э, темах. Первая тема да, касается Сирии. Достаточно сегодня самая громкая, наверное, тема, которая есть. И поговорим о предстоящем Всемирном Курултае Башкир. Да, меня слышно, все хорошо, значит, продолжаем. Алматагова. Итак, сегодня пал режим Башара Асада. Никто не думал, не гадал еще 2 недели назад, что такое возможно. Мы все думали, что достаточно, что в последние годы, да, Асад укрепился. Его даже в последнее время начали приглашать на различные международные конференции. Допустим, он не так давно участвовал в международной конференции, посвященной израильско-палестинскому конфликту. Его даже пригласили туда. То есть и все подумали уже тогда, что там участвовали практически все исламские страны. И тогда все подумали о том, что ну, Башар Асад теперь его сказать, все признали, мирились с тем, что он усидел у власти. Но а, прошло чуть меньше месяца, и все. Асад пал. Так, если коротко вообще, что это такое вообще сирийская война, гражданская война, с чего она началась, кто такой Башар Асад, и как долго ли он сидит у власти. Башар Асад сидит ровно столько же, сколько сидит Путин на сегодняшний момент. Он с 2000 года возглавляет страну. Но если Путин был преемником, скажем так, Ельцина, да, то Башар Асад, он сын своего отца Хафеза Асада, который пришел к власти в результате переворота. Так, в 1963 году был свергнут президент Назим Аль-Кутси, президент Сирии, и к власти пришла партия Баас. Это такая партия, которая и в Ираке она тоже была. Саддам Хусейн принадлежал к этой партии. Вот, эта партия пришла к власти, но в дальнейшем пошла череда переворотов, и уже в 1966 году, скажем так, от отцов-основателей этого переворота свергли очередные новые властители. Это был генерал Салах Радид. Вот, ему помогал уже вот Хафет Асад, это отец Башара Асада. И уже буквально через 4 года, в 1970 году, уже сам Хафет Асад сверг Салаха Джадида, вот этого уже человека, который пришел к власти был, да, в результате переворота. Теперь он уже его сверг и возглавил страну один, стал наличным лидером, укрепил свою власть. В стране с 1963 года было введено военное положение, что позволяло контролировать полностью страну так, как угодно. То есть в результате, все знают, что в результате военного положения там многие, скажем, законы, конституционные законы, да, они не имеют никакого значения вообще, да. Они а, нивелируется вот этим чрезвычайным положением. Чрезвычайное положение дает очень много властителю полномочий. Он может там расстреливать без суда и следствия во время чрезвычайного положения, задерживать кого угодно, отменять любые выборы, менять любые политические партии.
это все дает преимущество военного положения. Вот и вот это военное положение, то есть оно настолько было удобно вот этому Хафеду Асаду, что он его, то есть он в 63 году был в результате, как я сказал, переворота партии Баас, он был введен, было введено вот это чрезвычайное положение, и его даже Хафед Асад в 70 году, когда сам в результате переворота пришел к власти, он его не стал отменять, он им так и жил полномочиями вот этого чрезвычайного положения. Что такое Сирия? Да, Сирия это в основном в Сирии проживают мусульмане-сунниты, туркоманы, да, их еще так называют. А, Говорят, что плохо слышно меня. Так, сильно плохо слышно, да? Алло, слышно меня? İştileme. Можно громче. Прайм. Эй, вроде бы сколько возможно. До сих пор микрофон не могу настроить, к сожалению. Ну ладно, продолжим. Но говорят, что тихо слышно. Ну, Хайдер Бринамеля шли Алмаймин. Верно. Так. Ну ладно, в общем, мусульмане, сунниты, туркоманы, да, так называемые, они практически в Сирии составляют подавляющее большинство. Вот этот Асад, Хафид Асад, он, скажем, выходец из алавитов. Алавиты это такой народ, который, у которого очень странная религия. Там смесь шиизма, смесь христианства и смесь язычества. Вот. Так вот, вот эти алавиты, которому принадлежал Хафид Асад, они, то есть контроль над Сирией был распределен так, что сунниты руководили номинально политическими институтами, а уже алавиты возглавляли, то есть контролировали вооруженные силы, разведка и спецслужбы. Ну, понятно, что тот, кто контролирует вооруженные силы, разведку и спецслужбы, те контролируют всю страну. Поэтому и говорится, что сунниты номинально лишь контролировали там, и политический институт. На самом деле, при чрезвычайном положении, когда у тебя под контролем армия, спецслужбы, то, конечно, ты контролируешь, получается, страну. Поэтому алавитов всего в стране составляло около 12-15%. Их всего было около... Вот в 2011 году в Сирии было 20 миллионов населения общее. Из них 3 миллиона это только алавиты. Все остальное это мусульмане-сунниты. И вот эти вот алавиты, они контролировали всю страну, устраивали репрессии по отношению к суннитскому населению. Ну, можно сказать, была диктатура, настоящая диктатура, репрессии, то есть любые, кто не согласны, они тут же подвергались аресту, казням и так далее. В 2000 году Хафид Асад умер от сердечного приступа, и к власти пришел его сын Башар Асад. Вот с тех пор он руководил страной. Был другом Путина, потому что у Путина в друзьях практически все диктаторы сегодняшние. И ну, он руководил точно так же репрессивными методами, точно так же сажал людей, убивал людей. И в 2011 году начался
Раз. Слышно меня? Слышно меня, да? Сейчас. Меня слышно сейчас? Слышно ли меня сейчас? Да, все слышно. Хорошо, продолжу тогда. Вот, в 2011 году началась революция, когда из-за детей, да, из-за детей родители, ну и родители, вообще все возмущенные жители восстали, началась революция. Вот она шла с 2011 года. Как раз в 2010-2011 годах шла так называемая арабская весна, когда прокатились революции, да, начали режимы свергать практически по всему Ближнему и Дальнему Востоку. Мы помним, да, тогда Муаммара Каддафи тогда свергли, Саддама Хусейна там убрали. Ну, Саддам Хусейна еще раньше убрали. Вот. И, соответственно, то же самое началось в Сирии. Но Башар Асад смог удержать, скажем так, контроль. Хотя первое время он практически потерял контроль. Многие города были захвачены. Там действовало значительно большое количество разных сил против Башара Асада. Это и Хаят Тахрир Аль-Ашам, Сирийская национальная армия, Джабхат Тахрир Сурия, сирийские демократические силы, которые поддерживал США, Сирийскую национальную армию поддерживала Турция, отдельно были курды, отдельно был ИГИЛ. То есть очень много разных было сил. Вот. Все они действовали в основном разрозненно, и ну, в то же время как бы теснили правительственные силы. Мы помним, там и Пальмира, да, пала несколько раз, ее захватывали, она переходила от рук, там, то ИГИЛ ее захватывал, то снова сирийская армия ее освобождала правительственно, то снова ИГИЛ захватывал. Вот. Но в любом случае, Башар Асад с помощью России, которая очень хорошо, очень помогала этому диктатору Асаду, Россия помогала войсками, там действовал ЧВК «Вагнер», мы помним, и зверства все вот эти ЧВК «Вагнера там достаточно сильные были, как они кувалдами там первые начали на камеру показывать, как убивали людей кувалдами, издевались над людьми. А российская авиация просто бомбила города, сравнивала их с лица земли, сравняла их с землей, сравнивала эти города, не считаясь жертвами гражданского населения. А тогда цинично и нагло Путин заявлял, что вот в Сирии мы оттачиваем свои вооруженные силы. Вот. А с помощью вот этой России, скажем так, Башар Асад смог усидеть у власти и контролировал практически 2/3 территории. 1/3 территории контролировалась вот этими разрозненными силами оппозиционными. Но все изменилось буквально 2-3 недели назад, когда неожиданно оппозиционные силы, объединившись, отбросив все разногласия между собой, начала стремительную атаку, прорвала линию фронта и начала захватывать города за городами. Да, города начали падать. Я напомню, что у Асада было 500 тысяч, практически 500-тысячная армия, достаточно хорошо вооруженная. Но когда у диктатора нету, скажем так, уверенности в том, что вот он с помощью правды контролирует страну, когда он понимает, что все население против него, даже вот полумиллионная армия, она не спасает. Когда люди отчаянно сражаются, понимают, что вот либо смерть, либо свобода. И когда, когда ты сражаешься за свою жизнь, то здесь ты рано или поздно побеждаешь.
Поэтому какие вообще, ну, закончить надо так, что, да, вот в течение этих 2 недель мы видели, как города падали друг за другом, и вчера, буквально сегодня ночью, а, Дамаск, столица Сирии, пала, и все. С самим Башар Асадом что случилось, неизвестно, по некоторым слухам, там, по некоторой информации, скажем так, да, говорят, что его, как бы, он разбился на самолете. То ли сбили, то ли разбился, то ли что с ним случилось, но в итоге говорят, что его в живых нету. Ну, пока никакой достоверной информации нету, но и нигде он не появляется. Так что, ну, пока еще поживем, как говорится, увидим. Так вот, какие выводы мы должны сделать, мы, башкиры, сделать должны вот из этой всей ситуации? Во-первых, Турция, которая активно поддерживала сирийскую национальную армию, скажем так, в очередной раз продемонстрировала то, что она своих союзников не бросает, что она достаточно сильное и боеспособное у них командование, которое помогает своим союзникам побеждать. Мы это видели буквально несколько лет назад, когда Азербайджан смог отвоевать свои земли на Горный Карабах, и в этом им помогала Турция, там и армии, там и офицеры турецкие помогали Генштаба, мы и Искандеры ихние, ой, Искандеры эти, Байрактары, точнее, Байрактары, да. Все это мы видели. И сегодня, скажем, Турция упрочила свой авторитет, усилил свой авторитет победой в Сирии. Для России это, конечно, очень очередной сильнейший удар в спину, как они говорят, да, от наших турецких братушек. Вот, хотя турки никогда, запомните, турки никогда не были братьями русским. И не будут никогда. Для нас, для башкир, это очень важно и очень хорошо, что Турция побеждает. Потому что Турция это тюрки, это мусульмане, это наши братья. Чем сильнее будет Турция, тем, значит, сильнее будут наши союзники. В дальнейшем Турция, когда она упрочит еще больше свое влияние, а влияние Турции растет, очень сильно растет, я думаю, что когда начнется вот эта революция, час X, как я называю, большая смута в России, то Турция свое слово еще скажет. Турция, а также союз тюркских государств. Для нас лучше и выгоднее, чтобы Турция была сильной. Физически, то есть вооруженно сильной была, экономически сильной. Но насчет экономики, конечно, пока говорить рано, но я надеюсь, что Турция все-таки она сможет стать и экономически сильным государством, но, по крайней мере, армия у нее считается одной из самых сильнейших. Вооружение у нее в НАТО считается после США сильнейшая армия. Так что, если Турция будет сильной, для нас это выгодно. Потому что я уверен, что Турция нас поддержит, когда режим Путина падет. Режим Путина будет падать точно так же быстро, как и режим Башара Асада. Буквально там города за городами будут падать. Мы же должны из этого извлечь урок такой, что вот если брать вот эту оппозицию, которая терпела поражение, которая контролировала там маленький участок, им даже предлагали там пойти на перемирие, но для этого нужно было сдать оружие, расформировать армии. Они на это не пошли, они готовились, их вооружали, хорошо, та же самая Турция вооружала. Они ждали момента. И когда Россия увязла в войне в Украине, Иран, скажем так, был потрепан Израилем в этой войне, иранско-израильской, ну, можно сказать, войне, да, все равно конфликты там и все вот эти прокси, иранские прокси были практически разбиты. И это, скажем так, дало шанс сирийской оппозиции перейти в наступление. Что они сделали, и буквально 2 недели, все, режим Асада пал,
Дамаск захвачен, тысячи политических заключенных было освобождено из тюрем. Мы это видели, сейчас это кадры расходятся, и женщины с детьми сидели там, многие годы, многие десятилетия люди сидели. Поэтому то же самое сейчас происходит и в России. Тысячи политических заключенных, режим Путина с 2000 года, власть контролирует те же самые спецслужбы, можно сказать, назвать их алавитами, теми же самыми, когда ФСБшники контролируют всю власть в стране. Вот эта вот маленькая прослойка, да, она контролирует, маленькая прослойка населения, она контролирует всю огромную страну, территорию. Их режим пойдет рано или поздно, это 100%. Нам нужно ждать, готовиться, заниматься, оттачивать свое мастерство, идеологически работать. Все, кто верит в победу башкир, все, кто верит в то, что независимость Башкортостана обязательно произойдет, все, кто верит в то, что Россия распадется как империя, они сегодня должны всем своим знакомым, друзьям, товарищам, близким, соседям, просто по улице, да, каким-то знакомым определенным, там по работе, говорить и объяснять, что режим Путина падет рано или поздно. И Башкортостан в этой ситуации должен стать независимым. Если придется, мы будем сражаться за свою свободу. По-другому никак. Потому что только через борьбу мы сможем завоевать свою независимость. На блюдечке с голубой каемочкой нам никто просто так не принесет эту независимость. Так что, ну вот так вот. Вот так сегодня Путин, скажем так, получил очередной удар по своей репутации, как он гордился этой Сирией, что они там победили, что они там установили контроль и помогли Асаду там установить контроль. Все это рухнуло, как карточный домик в течение нескольких дней. Слава Аллаху, что так произошло. Так что хорошие новости. Хорошие новости. Чем меньше диктаторов, союзников Путина, тем для нас лучше. Теперь по поводу следующей новости. О том, что буквально вот на следующей неделе состоится 6-й Всемирный Курултай-Башкир. Этот 6-й Всемирный Курултай-Башкир проводится по призыву Радия Хабирова, который его собирает для того, чтобы упрочить через него свою власть. Он хочет, чтобы Всемирный Курултай-Башкир, все делегаты, которые на него были созваны, чтобы они поддержали Радия Хабирова, чтобы они, скажем так, проголосовали за те решения, которые примет Президиум Всемирного Курултая-Башкир. Какие это решения, мы знаем, уже в интернет слиты цели и задачи этого Всемирного Курултая-Башкир, который готовит, конечно, вообще, что такое Всемирный Курултай-Башкир? Давайте начнем с этого. Всемирный Курултай-Башкир – это объединение нескольких общественных организаций башкирских. Первый Всемирный Курултай-Башкир прошел в 1995 году. Его председателем был избран Мажитов Нияз Абдулхакович, известный историк, человек, можно сказать, который открыл город Башкорт, исторический город Башкорт на территории Уфы. Вот он был первым председателем Всемирного Курултая-Башкир. Но его Муртаза Рахимов создавал не просто так. Вообще создал его, конечно, да, Муртаза Рахимов. И не просто взяли общественники и собрались, давайте как бы организуем Всемирный Курултай-Башкир. Это было, Всемирный Курултай-Башкир был образован, проведен с помощью Муртазы Рахимова, который, скажем, подал идею, давайте как бы проведем. Для чего он это сделал? Он сделал это для того, чтобы ликвидировать, можно сказать, нивелировать влияние Башкирского народного центра «Урал». Башкирская организация, которая в себя включала всех идеологов башкирского национального движения на тот момент, на начало 90-х годов. В него входили
самые известные политические деятели, те же самые, там, тот же самый Нияз Мажитов, Марат Кульшарипов, там, Рашид Шакур, Марьям Буракаева, многие-многие известные башкирские политические деятели входили в Башкирский народный центр «Урал». Именно они толкали, скажем так, идею суверенитета Башкортостана. Эта организация разработала, можно сказать, Конституцию Башкортостана 1993 года. Они проталкивали закон о башкирском государственном языке, ну и много-много что они сделали. То есть они подготовили вот именно к суверенитету нашу республику Башкортостан. Они поддержали Муртазу Рахимова. Хотя, когда Муртаза Рахимов в 1992 году поехал подписывать федеративный договор об учреждении Российской Федерации, и башкирское национальное движение в лице Центра Урал, Башкирского народного центра Урал, выступило против. И СБМ, Союз башкирской молодежи, тоже выступил против. Когда Муртаза Рахимов с подписанным вот этим договором, федеративным договором, прилетел в Москву, в Уфу, его встречали с протестами, с пикетами стояли. Лично стоял Марат Кульшарипов, известный историк. Он стоял, один из председателей БНЦ «Урал». Стоял с плакатом «Позор», да, «Позор Муртазе Рахимова». А СБМ, Союз башкирской молодежи, активисты, молодежь башкирская, вообще закидала снегом, снежками закидала Муртазу Рахимова и за то, что он подписал этот договор. Вот. Эта организация, она никак не подчинялась Муртазе Рахимову. И, конечно, это Муртазу Рахимова бесило. И он именно для этого и создал Всемирный Курултай-Башкир. Для того, чтобы контролировать общественность, башкирскую интеллигенцию. В 1995 году прошел первый Всемирный Курултай-Башкир. И эта организация, она спонсировалась правительством. Аппарат правления Всемирного Курултая-Башкир, он сидит на зарплате, которая платится из правительства Республики Башкортостан, из бюджета. И всегда любой председатель Всемирного Курултая-Башкир, любые его замы, они все, скажем, утверждались правительством. Поэтому нельзя сказать, что эта организация, она какая-то там независимая. Она всегда толкала какие-то там цели и задачи, поддерживала цели и задачи правительства, башкирского правительства. Сперва Муртазы Рахимова, потом Хамитова, сейчас Хабирова. И мы помним, в 2019 году, 27 по 29 июня, был 5-й Всемирный Курултай-Башкир, когда это был позорный Всемирный Курултай-Башкир, позорный съезд, когда всех делегатов организации Башкорт, которые были законно избраны на районных курултаях, а прошло тогда делегатами около 10-12 членов организации Башкорт. Тогда еще организация Башкорт свободно, легально действовала, никто ее не запрещал тогда, 2019 год. Ее только запретили в 2020 году. Так вот, никого из членов организации Башкорт не допустили в Всемирный Курултай-Башкир на 5-й. И их исключили из списков делегатов, там придумали повод, якобы они имели там нарушения, штрафы какие-то. И их всех исключили. Хотя, если посмотреть, там, наверное, у каждого второго, наверное, штрафы были. Ну, штрафы, да, вот штрафы за вождение. Из-за этих штрафов их исключили. Но придумали такой смешной повод. И в день Всемирного Курултая-Башкир Фаиль Алсынов и Ильмир Мухамедьянов, два члена организации Башкорт, пришли на этот Всемирный Курултай-Башкир. Их, скажем так, пропустили сперва. Но когда пришел Базар Бадранов, увидел там Фаиля Алсынова, он позвал полицию. Полиция силой вывела Фаиля Алсынова из здания, увезла его в наручниках в УВД, да, там, полицию. И когда начали выводить, арестовали Фаиля Алсынова, Ильмир Мухамедьянов,
который находился в это время в зале, встал, громко крикнул: «Что вы делаете? Почему арестовывают делегата, законно избранного делегата Фаиля Алсынова?» Его пригласили к сцене, Эльмира, сказали: «Выйди, скажи в микрофон, что ты хочешь сказать». Он вышел, его тут же схватили, арестовали, скрутили руки ему и точно так же вывели из зала. Это был большой скандал. Кто не помнит это происшествие, да, на Всемирном Курултае-Башкир, посмотрите, на видео есть. Тогда, можно сказать, правительство Хабирова было сильно опозорено. Вот. Сейчас на следующей неделе состоится очередной 6-й Всемирный Курултай-Башкир. Он должен проходить каждые 5 лет. То есть 5 лет прошло, уже можно проводить, да, то есть очередной Всемирный Курултай-Башкир. И зачем проводит его сейчас Хабиров? У Хабирова положение очень шаткое сегодня в Республике Башкортостан. Ну, точнее как, он держится за счет Путина. Путин его одобрил на очередной срок. Он на выборах, сфальсифицировав выборы, голосование, там, нарисовав себе сколько надо процентов, он остался во власти, переизбрался, так называемый. На самом деле он сегодня нелегитимный. Все знают, что за него никто не голосовал, не было, во-первых, явки. За Урале башкиры за него практически вообще никто не голосовал. А почему он потерял свой авторитет? Ну, потому что с самого начала правления, вообще сам по себе Ради Хабиров очень конфликтный человек. С самого начала своего правления, с 2018 года, вся республика только и жила в конфликтах. Конфликт был один за другим. Началось все с того, что он, во-первых, заявил о том, что Куштау будет разрабатываться. Началась эпопея с Куштау, которая закончилась в 2020 году столкновениями, драками. С ОМОНом дрались, когда башкиры, ну вообще не только башкиры, да, а жители Башкортостана. Мы помним в Сибае в 2019 году, когда загорелся карьер, задымился, и серный смог окутал город. Тоже жители Сибая выходили, протестовали, там обращались к Путину. Хабиров приезжал, там, скажем так, грубил жителям, говорил: вы что меня пугаете тут какими-то митингами, я, если что, вас всех арестую и так далее. То есть уже тогда все поняли, что этот человек очень конфликтный, и он не пойдет на какие-то уступки, местным жителям, вообще жителям Республики Башкортостан. После этого произошло еще очень много различных конфликтов, было огромное количество там репрессий с его стороны в отношении башкирского национального движения. Была запрещена организация Башкорт, был посажен Айрат Дельмухаметов, была посажена Рамиля Саитова на 3 года. За что? За то, что она спросила, почему так много армян в Уфе. Ну, кому-то может показаться это вопрос какой-то там провокационный. На самом деле я ничего провокационного здесь не вижу. Обычный вопрос и ну да, может быть там слишком острый. Ну и что? Но за это 3 года не дают. Но мы знаем, что жена Радия Хабирова, Карине Хабирова, армянка по национальности, обиделась очень сильно на Рамилю Саитову и настояла на том, чтобы ее посадили, наказали. Ее сразу же после вот этого вопроса, после того, как она задала этот вопрос и сняла на видео, тоже, кто не видел, можете найти в интернете, ее сразу же арестовали на 10 суток, а после этого ее сразу же, на нее завели, там, в дальнейшем завели уголовное дело и осудили на 3 года. 3 года колонии поселения ей дали. После этого она успела выйти, освободиться при Раде Хабирове, и ее уже буквально там через не прошло и года ее снова посадили и дали снова уже 5 лет. Также при Раде Хабирове посадили моего брата Рустама Фарареддинова только за то, что он является моим братом, тем самым пытаясь давить на меня, на то, чтобы я прекратил заниматься политической деятельностью. Посадили Лилию Чанышеву. И пиком всего вот этого первой пятилетки Ради Хабирова это баймакские события, когда посадили Фаиля Алсынова. Посадили Фаиля Алсынова, в его защиту вышло огромное количество населения Башкортостана.
а именно башкир, около 5000, 5-6 тысяч человек. И их всех разогнали силой. Мы помним все эти события. Это было в этом году, в январе, 17 января, после которого более 80 человек было посажено. 2 человека погибли. Одного из них, это Рифата Даутова, забили до смерти. Просто избили так, что от внутреннего кровотечения человек умер. Второго довели до самоубийства. То есть его вызвали на допрос, так сильно его допрашивали, точно так же его били, пытали, но отпустили его, он вышел и просто повесился. Вот и на сегодняшний момент более 80 человек посажены, 4 уже осуждены, получили сроки. Сроки от 4 до 5,5 лет все получили. Это просто обычные участники. Что будет с теми людьми, которых признали организаторами, я не знаю. Им дадут, наверное, еще огромные сроки. Поэтому говорить о каком-то снисхождении со стороны Ради Хабирова к баймакским заключенным, а мы помним, как его люди ездили по Баймакскому району, вообще по Зауралью ездили, те же самые представители Всемирного Курултая Башкир ездили и убеждали родственников задержанных поговорить с задержанными, чтобы они признали вину, и тогда вот им скостят сроки, и тогда вот мы им будем помогать там сеном, дровами и так далее. Но мы видим, что люди признали свою вину, вот, по крайней мере, первый осужденный признал свою вину, но ему дали 5 лет. Это что? Это минимум, что ли, про который они говорят? Вообще-то эта статья идет от 3 до 8 лет. Это никакой не минимум. Я понимаю, минимум был бы там, он бы ограничился бы отсиженным сроком, условным сроком каким-то, да, там, или год, 2 года срока получил бы. Это еще можно было бы понять, что действительно здесь правительство Хабирова там поговорило как-то, там убедило не наказывать людей. А здесь мы видим, что люди получили достаточно огромные сроки, 5 лет. Это много, очень много. Поэтому ничего сегодня правительство Хабирова не может решать. Абсолютно ноль, полный. Так вот, авторитет у Хабирова упал полностью. И Хабиров решил созвать Всемирный Курултай Башкир, который бы своими решениями подтвердил бы легитимность Хабирова, сказал бы о том, что Хабиров это наш лидер, вот мы поддерживаем. Также там в целях и задачах вот этого Всемирного Курултая Башкир были такие пункты, как поддержать Владимира Путина и его внешнюю политику, а сегодня внешняя политика это война с Украиной, естественно, а также осудить тех, кто из-за рубежа выступает против Хабирова, против Путина, то есть меня и моих соратников. То есть вот что Всемирный Курултай Башкир должен, скажем так, на следующей неделе заявить, объявить и поддержать. Что я могу сказать? Наш комитет Башкирского национального движения за рубежом готовит обращение к делегатам этого Всемирного Курултая Башкир. И мы, еще здесь я дополнительно хочу сказать, что мы, обращаясь к делегатам Всемирного Курултая Башкир, особенно к тем делегатам, которые приедут из-за рубежа, мы вам настоятельно советуем не посещать, не прилетать в Уфу, не посещать этот Всемирный Курултай Башкир, не участвовать в этом Всемирном Курултае, не поддерживать Хабирова, не поддерживать Путина в его преступной войне. Если вы это все равно прилетите, будете участвовать, будете голосовать, то извините, но против вас мы будем обращаться к правительствам тем стран, где вы живете, чтобы против вас были введены санкции. И будем требовать, чтобы вас выслали всех в Россию. Чтобы вас лишили там гражданства, лишили ваших видов на жительство и выслали вас в Россию. Раз вы поддерживаете Путина,
поддерживаете Хабирова, убийцу и человека, который посадил огромное количество людей, значит ваше место в России, ваше место при Хабирове. Вы поедете туда. Это вот мы обращаемся так к башкирам, которые собираются из-за рубежа лететь на этот Всемирный Курултай-Башкир. Те делегаты, которые находятся в Республике Башкортостан и которые приглашены или избраны, да, на самом деле сегодня никого не избирают, а можно сказать, их назначают всех делегатов. Там строго выверены по спискам люди, которые после прошлого Всемирного Курултая-Башкир, когда прошло более 10 членов организации Башкорт, после этого уже никого не избирают. Их, можно сказать, практически назначают делегатами. Набирают удобных людей. Так вот, мы вас всех предупреждаем. Те, кто там будет, у нас в списке обязательно появится. Те, кто будет участвовать в этом Всемирном Курултае-Башкир, все, кто будет голосовать и поддерживать Хабирова в его вот этих преступных решениях, вы все в дальнейшем понесете наказание. Потому что вы сегодня все вот этими решениями идете против интересов башкирского народа. Сегодня Хабиров поддерживает Путина, а Путин уничтожает башкирский народ. Ну и сам Хабиров уничтожает башкирский народ, и я вам только что рассказал, что он сделал с башкирами. Убивал, сажал, запрещал, закрывал, репрессировал, выгонял из республики, из страны. То же самое делает Путин и его силовики, которые находятся в Республике Башкортостан. Поэтому все, кто будет участвовать в Всемирном Курултае-Башкир, в этом 6-м Всемирном Курултае-Башкир на следующей неделе, все вы попадете в списки. Не попадут в списки и не будут в дальнейшем преследоваться только те, кто откажется, кто, допустим, даже приедет на Всемирный Курултай-Башкир, но откажется, не будет голосовать, откажется голосовать за те решения, которые будет проталкивать Всемирный Курултай-Башкир и администрация Хабирова. Если вы там все дружно будете бойкотировать эти решения, тогда да, вы будете молодцы и красавчики. И будет прекрасно, если вы просто вообще все встанете, когда вам начнут толкать про то, что нам надо поддержать Хабирова, который наш лидер, который там все делает для башкир, для языка башкирского, для культуры и так далее. Вот и то, что нужно как можно больше отправлять, а там, кстати, один из пунктов таких, что нужно как можно больше отправлять по контракту башкир, чтобы они воевали. Если вы все эти пункты проигнорируете, откажетесь их поддерживать, тогда вы будете героями башкирского народа. Или встанете и уйдете. Но если вы будете голосовать за эти решения, тогда, извиняйте, но против вас будут персонально, против каждого будет вестись досье. И когда режим Путина падет, Хабирова мы арестуем и будем судить. Все, кто был на этом Всемирном Курултае-Башкир, также будут в дальнейшем наказаны. Вас никто силой туда не тащит. Под страхом смерти, под страхом ареста туда на Всемирный Курултай-Башкир никого не приглашает. Вы все идете туда добровольно. Раз вы туда идете добровольно, значит и голосовать будете тоже добровольно. То, что вы лишитесь своих теплых мест, это не отмазка. Так что думайте. И у вас есть еще время подумать и сделать правильное решение. Надеюсь, вы нас услышали. Так, кстати, в понедельник выйдет хорошая новость. О ней мы сообщим. Теперь на вопросы, которые здесь задают. Если есть вопросы, я готов на них ответить. Задавайте свои вопросы. Тут вот я вижу, что очень много про русскую общину. Но про русскую общину мы и так очень много говорим. Но я думаю, что мы еще поговорим, конечно. Русская община сегодня... Кстати, вот одно из преступлений Ради Хабирова это то, что он поддерживает очень сильно русскую общину. Вот, и тем самым помогает устанавливать нацистской русской власти в Республике Башкортостан.
он помогает ее устанавливать. Практически достоверно известно то, что Андрей Назаров спонсирует русскую общину деньгами, арендует залы ей, спортзалы, тиры, где они стреляют, помогает со всякими там, ну, необходимым оборудованием, какое нужно им для офисов, там, для поездок и что они там делают. Поэтому эти ребята сегодня очень хорошо себя и очень комфортно чувствуют в Республике Башкортостан, потому что им помогает именно власть в лице Хабирова и Назарова. Это одно из преступлений, которое обязательно зачтется Хабирову. Так, вопросов я не вижу. Не вижу вопросов. Я думаю, что раз вопросов не будет, скоро будем заканчивать. Тут идет спор огромный. Так, нас сейчас смотрят почти 200 человек. Так, ну я думаю, тогда все на этом. Раз вопросов нету. Две темы. Одна тема очень радостная. Это то, что в Сирии пал режим Башар Асада. И Путин получил очередной пендель от, скажем так, Турции, от Эрдогана. Эрдоган красавчик. Я думаю, что он еще, наверное, поможет нам. Ну, Турция, точнее, может быть и не он уже, но Турция нам точно поможет в нашей борьбе за нашу независимость. И вторую тему, которую мы обсудили, это Всемирный Курултай-Башкир, который состоится на следующей неделе, и обращение к делегатам этого Всемирного Курултая-Башкир. Для чего проводится этот Всемирный Курултай-Башкир, мы тоже объяснили. Хабиров хочет, чтобы его якобы представители башкирского народа поддержали, высказали ему свое доверие, признали его в очередной раз его своим лидером. На самом деле это не так. Башкирский народ Ради Хабирова ненавидит. И поэтому он падет точно так же, как и Башар Асад. Очень быстро. Организация правительств наций Евразии, участвуете, Руслан? Не слышал ни разу об такой организации, к сожалению. Если слышу, если пригласят, то с удовольствием будем участвовать, наверное. Все зависит от того, от цели и задачи этой организации. Руслан, собираетесь ли вы претендовать на пост главы республики после обретения независимости? Я сказал, что нет, я не собираюсь претендовать на пост главы республики, на пост президента, точнее у нас будет президент Республики Башкортостан, потому что я считаю, что у нас достаточно много более авторитетных, более умных, молодых людей, которые, я считаю, что молодые должны руководить нашей республикой, а все старперы должны просто быть максимум там, даже если они политически грамотные, башкирские националисты, если они за независимость, максимум должны быть в советниках. Но, возможно, я буду организовывать свою политическую партию башкирских националистов, которая будет участвовать в выборах в парламентскую республику. А у нас мы планируем создать парламентскую республику. Вот. Но мне также многие говорят, что вот если не будет никаких реальных кандидатов, таких, которые бы... Мы что хотим? Мы хотим, чтобы Башкортостан стал национальным государством, где все народы бы жили хорошо, справедливо, достатке, обладали всеми правами, но башкирский народ являлся бы государствообразующим, единственный государственный язык был бы башкирским. Почему? Потому что Республика Башкортостан это единственная территория, где башкиры реализовали свое право на самоопределение, где они могут сохранить
свою культуру, свой язык, свои традиции. Другой территории такой нету. У татар есть Татарстан, где там татары реализовали свое право на самоопределение, где сохраняется язык, где приняты программы различные для сохранения татарского языка, его культуры, его традиций и так далее. У чувашей есть Чувашская республика, у марийцев есть Мариэл, у русских есть русские свои губернии, у башкир другой земли нету. Поэтому Башкортостан это государство башкир и других народов. И если, когда наступит большая смута, и к власти начнут рваться, допустим, какие-то люди, которые вообще не заинтересованы в том, чтобы состоялось национальное башкирское государство, такие, ну, допустим, как представители из русской общины, там, да, будут какие-то подобные там рваться к власти. Возможно, тогда придется мне, если мне доверят башкирское национальное движение, скажем так, побороться за власть, чтобы установить нашу власть, чтобы к власти пришли башкирские национальные силы, здравые национальные силы, демократические национальные силы. И вот когда мы возьмем власть в свои руки, укрепим ее в ближайшие там 1-2 года, проведем честные выборы, после этого уже можно проводить выборы и честные демократические выборы, и вот кто тогда победит, тот и придет к власти. Надеюсь, вот так вот еще можно рассматривать, да, мое участие как руководителя республики. Но не больше. Но за вами идет народ, и у вас уже есть авторитет среди башкир. Ну, просто другие люди, другие более авторитетные люди, они сегодня, к сожалению, их нету рядом со мной. Я так скажу. Чтобы не называть имена, чтобы не подвергать их опасности. Так, Руслан, ты очень узко мыслишь. Джавахарлал Неру про таких узким национализмом называл. Возможно, возможно. Покажите мне тех, кто ширит мысли широко. Кто мыслит широко и кто хочет нашу республику Башкортостан, я не знаю, что и с ней сделать, но будут ли башкиры тогда, сохранятся ли башкиры тогда в своей республике. Так что так. В Башкортостане нет татарских районов, так же, как и русских районов. В Башкортостане будет один государственный язык, башкорт-теле, есть компактное проживание народов, марии и так далее. И они будут развивать языки. Есть условные татарские районы, условные русские районы, где в большинстве своем живут представители этих народов. Но, конечно же, как бы официально это никакие не татарские районы, это все районы Республики Башкортостан. Так что так. Ну, на этом все, наверное. Если вопросов больше нету, не было бы более разумным для вас создать зонтичную организацию в качестве турок, живущих в России. Немного было бы хорошо, если бы вы как бы расширили вопрос этот. В качестве турок. Как понять в качестве турок, живущих в России? Не понял. Так, ну, на этом все. Ладно, уже сколько прощаюсь. Давайте всем до следующей недели. Рад был со всеми с вами пообщаться, увидеться. Пишите вопросы свои на следующий стрим. Следующий стрим, наверное, уже будем обсуждать, как прошел Всемирный Курултай Башкир, его итоги. Ну, также я сказал, что будут хорошие новости, которые на следующей неделе, которые бы я... На следующей неделе, кстати, о них и услышите. Очень хорошие новости. Сау болот.